Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Чего боится мужчина? Загадайте на мужчину и давайте посмотрим, в чем его страхи. Пусть песочек вытянет все, чего он боится, все, чего он опасается, и все, что он скрывает и прячет от вас. Загадайте, пожалуйста, на того, кто вас интересует, представьте его, назовите по имени, и нужная информация к вам, мои хорошие, точно придет. И я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Вы такая сильная. Вот смотрите, вас прям драконом показали. Вы очень сильный человек, вы очень сильная женщина. Но нет подобных вам. В своем окружении вы самый большой и самый сильный дракон. Дракон. Сила рода. Сила рода. Вот эта сила дракона, она передалась вам по роду. В роду были сильные люди. Воины, военачальники, герои, такие вот сами по себе сильные люди. Люди, которые спасали других, которые много чего добились. Кто-то физической силой, кто-то умственными способностями. Вы необычный человек, род у вас очень необычный. Прям, знаете, сразу захотелось карты взять. Мы на мужчину смотрим, да, а песочек вас так шикарно показал. Видите, прям, ну вот он, дракон. Смотрите, какой красивый. Дракон с крыльями. Еще очень элегантный дракон. Красивый и элегантный. А вы знаете, что очень много мужчин по вам с ума сходят? Вы знаете, что очень многим мужчинам бы сердце разбили? Да, вы такая женщина, которую никогда не забудешь. Вот сколько бы лет ни прошло, мужчины не забывают вас. Вот кому вы дорожку перешли, мужчинам, вы так планочку задрали, что другие женщины уже им и не интересны. Все о вас думают, маются, все ищут подобную вам. Да, многим сердце разбило, очень многим. А еще я вижу, что очень многие вам завидуют. Завидуют именно тому, что вы такая сильная, молодая и красивая. Вы ничего не боитесь, никого и ничего. Единственное, что вы можете бояться и переживать за своих родных, любимых людей. Но опять же, когда вас нет рядом, и вы переживаете. Когда вы рядом, вы ничего не боитесь и ни за что не переживаете. Невероятно. Очень много есть тайн и секретов, о которых вы не знаете. То есть многого о себе не знаете. О самой себе, о своем роде, о своих способностях. Вы цветочек, который еще, как знаете, не расцвел, не распустился в бутоне, да? Очень много тайн. Нет информации, да, рыбки, они ведь молчат, они не говорят. Сейчас вы как ребенок, да? У вас, кстати, душа очень молодая, душа ребенка может быть. Какой-то необычный род, необычная семья у вас. Но видите, говорят, что много тайн. Не показывают, не показывают. Возможно, время не пришло вам узнать. Возможно, да, информация очень сильно может повлиять на вас, повлиять на все, что с вами происходит. Может, не готовы, ни морально, ни физически, ни этически. Может быть, еще что-то. Может, вы до сих пор испытания свои проходите, да? И эта информация может вам помешать. Давайте еще по-другому спрошу. Ну что, дракон, да? Дракон. Вы дракон, вот дракон. Но здесь, конечно, карта тучи, да, все-таки закрытая информация. Закрыта, но вы очень необычная. Смотрите, да, дракон, 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 дракон. Вот, вот мои хорошие. Очень какой-то необычный род, необычная сила, необычные способности. Уникальная, вы уникальная. Вы крушительница мужских сердец.
И, кстати, не только мужских. Вы еще и своим этим завистникам сердца разбиваете, да? Потому что так, как вы, эти люди никогда не смогут, никогда разорвутся во всех местах, но не смогут. Душу свою заложат, продадут дьяволу, не смогут, понимаете? Даже дьявол не обладает такой силой, чтобы их сделать, как вы. Даже близко, как вы, не может сделать. Вот в чем секрет. Очень необычная женщина. Я вот смотрю на вас, смотрю на этого мужчину, и вот хочется спросить, а как же вас так угораздило с этим мужчиной связаться, да? Как? Вот как? Я не могу понять. Это ж что такое должно было случиться, чтобы вы на такого, как он, обратили внимание? Ну вы царица, вы понимаете, вы дракон, вы царица. Как вы на вот этого мужчину обратили внимание? Что случилось? Пожалели, наверное, его. Жалко стало, сказали, ой, такой несчастный, да, такой вот одинокий, такой вот прям брошенный всеми. Ну-ка, пожалею. Да, вот пожалеть вы могли. Вы такая, у вас сердце доброе, вы пожалеть могли. Вот. И не заметили, как этот мужчина втерся к вам в доверие, да? Скорее всего, так было. Вообще ему по судьбе такая женщина, как вы, не светила ни при каких раскладах. И даже, знаете, вот представить, что он выигрывает вас в лотерею, нет, даже не было бы такого. Вы слишком для него крутая, а он слишком приземленный. Понимаете? Мне почему-то идет еще вот слово недостойный. Недостойный вас. И еще мне идет, что он вас так и не понял. Вот просто не понял, кто ему достался. Не понял, кто на него обратил внимание. Не понял. И еще пока не понял. Но может позже поймет. Он уже о чем-то догадывается, но пока еще до конца не понимает. Он почему-то думал, что вы такая, как все. Ну, либо ему показалось. А на самом деле нет. Вы для него такой прям, знаете, чудесный случай, который никогда не должен был произойти с ним. Но произошло, да, скорее всего, это из-за вас. Вы его пожалели, и вы как-то вот, сделали этот шаг, символический шаг в его сторону. А так бы нет, и близко недостоин был подойти к вам. И он, да, он не понимает вас, не понимает. А вы о нем думаете. И знаете еще, что мне кажется? Что вы, скорее всего, уже не общаетесь, но вы до сих пор о нем забыть не можете, потому что вы видели его недостойность, его ущербность. Вот жалко вам его было. И до сих пор вы его жалеете, и вы за него просто переживаете. То есть головой вы понимаете, что это не ваш мужчина, да? Что с таким мужчиной, скука, мука и какая-то очень безобразная жизнь, да, мучительная. Вы это головой понимаете. А вот сердце его жалеет. И сердце, скорее всего, путает жалость и любовь. Почему-то мне так идет. Мужчина абсолютно недостоин. При всех его хороших качествах он, девочки, вас недостоин. И это четко показано. Вообще он какой-то перевертыш, он вверх ногами. Все видит вверх ногами, да, он не понимает, что есть правда, что есть ложь. Он падок на ложь, но он отрицает правду. Он падок на лесть, на стяжательство, на, знаете, вот это золото, деньги, какие-то вот такие мирские ценности. Для него это все фетиш, да, он прям все готов отдать за это. А вот истинную ценность вещей, людей он не видит, он не замечает. В перевернутом состоянии находится и видит мир вверх ногами. Ну, вы знаете, вы для другого мужчины предназначены, для другого, не для него. Смотрите, вы дракон, а это орел, да? Орел нарисован. Для другого мужчины вы как звездочка светите, вы для другого путеводная звезда, но не для этого, кого вы загадали. Возможно, я вас сейчас расстроила, вы, может, плохо себя почувствовали, но, девочки, это факт. Вы же сами понимаете это. Если бы все было по-другому, то вы бы не были на этом гадании. Вы бы были с любимым человеком в объятиях, да, либо в каких-то приятных хлопотах для него, понимаете? Вы бы счастливы были, если бы он был ваша судьба. Ну, вот как-то так мне показано. Вы можете не смотреть дальше, да. Если вам не нравится, не подходит, не смотрите. Ну, раз вышла такая информация, я просто не могу вам другое сказать. Ну, так не должно быть, это неправильно. Что касается его страхов, страх у него самый главный, это что все узнают о его комплексах. А у него очень много комплексов.
о его неудачах, о его каких-то поражениях. Почему-то он сделал себе какую-то легенду, либо он всем одинаково рассказывает, что вот я такой умный, классный, но недооцененный, да, но вот враги мне дорожки все перечеркнули, а вообще я классный, я очень умный, я талантливый, я способный, а вот если бы не враги, у меня бы все было, королем бы стал, да, стал бы императором вселенной, но враги мне все перебили, враги мне все сломали. Да, вот как-то так у него разговор строится. Никогда на себя вину не берет. Никогда. Даже вот вы его с поличным поймали, вы его носом как котенка тыкаете, а он такой говорит: нет, это не я. Это не я. Нас же двое, ты и я. Кто это сделал? Нет, не я. Понимаете? Вот как-то так у него идет. Никогда не брать на себя вину, никогда ни за что не отвечать, никогда не извиняться, никогда не чувствовать вину. Вот такой человек. Страх, что его разоблачат. Страх, что все поймут, что он неудачник, никчемыш, что он не тот, за кого себя выдает, что все узнают его прошлое, все его негативные действия, что ему предъявят обвинения. Вот этого боится. Это его самый главный страх. Второй его страх по величине – это вот безденежье, что денег у него не будет, что без копейки останется, что там по миру пойдет, да, на паперти окажется. Деньги для него – это как Бог. Да, он деньгам готов молиться, ради денег он может на все пойти. Но вот работать он не очень любит. Либо если и работает, то как-то постоянно то филонит, то отлынивает. Его, наверное, не раз с работы выгоняли. И даже вот если у кого-то мужчина бизнес имеет, да, он начинает там бизнесом заниматься, из-за своей лени он все теряет. И опять же, это же не он виноват, это враги виноваты, это конкуренты зубастые, на все способные. Понимаете, никогда не признает свои какие-то негативные черты. Скорее всего, да, вы, наверное, сердцем почувствовали, что он такой вот ущербный, и вы его пожалели. Пожалели, просто пожалели. Это не любовь была, это была жалость. И вот мне идет, что вы не общаетесь, либо давно не общались. И все так выглядит, как будто бы вот мужчина стал причиной вашего разрыва, да? Его поступки, его поведение, его отношения. В какой-то момент вы такая говорите: ну все, с меня хватит, дружочек доигрался. Я не хочу больше терпеть, я не хочу больше мучиться. Я не хочу переживать каждый раз эту боль. За что? Что я такого сделала? Ведь я просто любила, ведь я была к тебе добра. Я все, что имела, тебе дала, себя отдала, а ты вот так вот поступаешь. Не знаю, не знаю. Очень странный мужчина. Давайте на него еще посмотрим. Перевертыш мне идет. Знаете, у него как бы судьба этого повешенного, да? Вроде и нормальный, но и неадекватный, да? Вместо того, чтобы что-то делать, висит, болтается, прохлаждается. И все видит неправильно, под другим углом видит, вверх тормашками. Деньги любит, но не может их аккумулировать. Все теряет, что имеет. Но к деньгам прям страсть у него. Страсть. Может ли он любить? Ну да, может, но только деньги. Людей он любить не может. Ни себя, ни родителей, ни детей, ни женщину. Только лишь деньги может любить. Ну, любовь какая-то больная, понимаете, у него к деньгам. Ой, какой он сложный. А это у него не первые несчастливые отношения. Вы знаете, не первые. У него либо брак за спиной, либо он в браке находится. Либо были отношения, что все к браку шло. Ну вот даже карты опять говорят: не твой шанс. Твой мужчина у тебя, ну, впереди у тебя мужчина. Он за тобой придет. А этот мужчина, ну вот слишком много плохого есть, что нельзя перечеркнуть. И еще тоже показывает, что вы очень многого не знаете. То есть, возможно, вы знаете, что он был в отношениях, но он вам рассказал там леденящую душу историю, что женщина там гуляла, изменяла, обидела, украла, там что-то сделала, да. Но вы всей правды не знаете, потому что вы ту другую сторону не слушали, да. У вас показания только с одной стороны есть. Плюс мужчина вообще мог скрывать, что он был в браке, что он находился в браке, когда с вами общался. Очень многое мог скрывать. Есть тайны, там столько туч, там всего такого наворотил этот мужчина, что и сам теперь разобраться не может. А вам четко показали: ваш мужчина, он за вами придет. Это не он. Это кто-то другой.
Другой. Да, интересно. Скорее всего, вы по призванию спасательница, целительница, от бед избавительница, да, вот страждущим душам помогать пришли. И вот вы увидели его душу, что он по повешенному живет, да, судьба повешенного, висельника. И вы стали ему помогать. Да, пожалел. Почему-то мне все время идет, что вы его жалели. И за жалость свою к нему вы очень горькую цену заплатили. Потому что мужчина обидел, мне идет. Обидел, либо в самый такой, знаете, ответственный момент очень-очень некрасиво поступил, мерзко поступил, омерзительно. Хуже, чем враг поступить мог. Ах. Ну, эта любовь, она токсичная. Она такая, вот знаете, прям все сердце проезд, как кислота разъедает, понимаете? Нет, не с ним ваше счастье, с другим ваше счастье. Я сейчас такую вещь скажу, но только поймите правильно. Вас судьба развела. Пока этот мужчина вас не испортил окончательно и бесповоротно, не отравил вашу жизнь, не впустил в вас свой яд, а у него есть яд, он токсичный человек, вас судьба развела. Даже если вы не согласны, судьба знает, что делать. Судьба развела, высшие силы отвели. Опасный, токсичный, ядовитый монстр в обличии человека. Монстр. Так, ужасно, конечно, это все. Я даже не ожидала такое увидеть. Но раз идет, то идет. Мои хорошие, я понимаю, что многие из вас сейчас расстроились, да, потому что сердце у вас к нему тянется, вам его жаль, вы думаете, что это любовь. Но нет, это не любовь, это жалость. Вот когда настоящая любовь придет в вашу жизнь, вот тогда вы и поймете, что такое любовь и что такое жалость. Ну, смотрите, проблемы. У него так много в жизни проблем. Еще он хитрый человек. Возможно, он даже свои как-то проблемы решал за ваш счет. Либо ухитрялся вашими руками, да, с проблемами своими расправляться. Не ваш герой. Абсолютно не ваш. Вы знаете, если бы вы были вместе, он бы все ваши жизненные силы себе забрал. Он бы вас выпил, да, как бокал вина. Взял бы и выпил. Причем залпом, мне кажется. И еще бы вас посадил как будто бы на цепочку, да, как собачку садят. Это ужасно, это негуманно. Не делайте так, пожалуйста, да. Ну вот раньше такое было. На цепь садят и все. Привязка, да, могла быть привязка. Слушайте, такой подлец мог пойти и на то, чтобы сделать привязку на вас. Вспоминайте, есть ли у него какие-то ваши вещи, есть ли у него ваши фотографии, скорее всего, есть. Мог сделать привязку, мог. Понимаете, такой на все пойдет. А ну-ка, женщина красивая, шикарная, умная. Вы же ему удачу приносили. Вы знаете об этом? Вы ему приносили свою удачу. От себя отрывали, ему отдавали. И он пользовался тем, что ваша удача к нему переходила. Ну правильно, да, тех, кого вы любите, вы тем свою удачу даете. А поскольку он по жизни неудачник, то он забирал все, что у вас есть. Все, что должно было достаться вам, вашим детям, вашим близким. Все забирал он. Упивался прям вашей удачей. Кстати, пока вы были вместе, у него очень сильно пошли дела в гору. Но он подумал, что это благодаря ему, что он такой умный, да, и поэтому дела пошли в гору. А на самом деле это все потому, что он вашу удачу забирал. Вы же сравните свою жизнь, когда вы были вместе, и сейчас. Жизнь-то лучше стала, согласитесь, да? Больше стало каких-то хороших моментов. И меньше, наверное, этих неудач стало. Скорее всего, так. И сны у вас поменялись, я вижу. Мои хорошие, не знаю, угораздило так угораздило, но это не ваш мужчина. И даже не знаю, есть ли смысл про него что-то смотреть еще. Все, что надо, уже показали, да? Судьба висельника. Может, он вообще у вас там 12 числа родился, да? Может быть. Ой,
Какой-то антигерой, понимаете, антигерой, а вы все равно за него переживаете. Слушайте, ну вы летать будете, вы высоко взлетите. А этот мужчина, он как такой огромный груз, как камень, да, привязанный к вашим ногам. Забирал всю удачу. С таким мужчиной рядом женщина просто жизнь свою превращает в тюрьму, в темницу. Зачем вам это все? Ушел, и слава Богу, да? Не общайтесь, да будет так, да, пусть только попробует вернуться. Мужчина кровопийца, похититель удачи. Все проблемы бы скинул на вас. Вы бы ходили несчастная, вы бы радости в жизни не знали, если бы вы были с ним. У вас другой по судьбе идет, другой. И, ну, знаете, даже если бы вы захотели, все равно, наверное, судьба бы не позволила, высшие силы бы не позволили вам испортить свою жизнь об это ничтожество. Ну, я скажу, как вижу. Вы можете со мной не согласиться, но именно такая информация мне идет. Ваше счастье, оно у вас впереди, и ждать уже недолго. И, скорее всего, вы сами это чувствуете. Были же звоночки, да? Возможно, вам кто-то и другой предсказывал. Либо вы сами это ощущаете, да, что что-то приближается, что-то надвигается. Я вижу, что счастье у вас впереди, но не с этим мужчиной, которого закатали. А он еще будет к вам возвращаться, он еще не скоро забудет дорогу к вашему порогу. Но вы должны выстоять, вы должны это выдержать. С этим мужчиной вы себя погубите. Вы меня извините, но я должна вам это сказать. Решать, конечно, вам, каждый сам кузнец своего счастья, но мне почему-то кажется, что даже высшие против. Встанут прям в позу и не пустят его. То есть это могут быть какие-то долгоиграющие, мучительные уходы, расходы, возвращения, но я не вижу здесь хэппи-энда, я не вижу счастливого конца, к сожалению. А может, это так и должно быть, да. Хотя, с другой стороны, я вижу, что вы, когда настоящего суженого встретите, только у вас и в голове все поменяется, и на сердце поменяется. И совсем другие будут и желания, и мысли, и ощущения. Суженого дождитесь, суженого. Да, сейчас непростое, смутное время, но вам нужно его прожить. А как суженый появится, так и тоску по этому загаданному как рукой снимет. И уже не важно будет, в чем его страхи, что он от вас скрывает, кто он такой, чем занимается. Забудете. Может быть, и полностью интерес потеряете, и жалость уйдет к нему. Дождитесь суженого. Я вижу вас в счастливых отношениях, в здоровых отношениях, в отношениях, в которых главная любовь, доверие и нежность. Вот в таких отношениях вы будете с другим человеком, не с этим. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Извините, если лишнее сказала, но информация идет, я не могу ее скрывать, я должна об этом говорить. Берегите себя. Будьте счастливы. Всем пока-пока.